Бисмиллахир рахманир рахим. Как познается религия? В суре Ниса, 59 аяте, говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». А если вы припираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху и Его посланнику, если вы действительно веруете в Аллаха, в судный день и в Его посланника. Смысл этого аята говорит о том, что мусульманам необходимо при возникновении каких-то непонятных вопросов обращаться к Корану и Сунне. Но делать это разрешается только муджтахидам, которые могут совершать иджтихад. А обычным мусульманам должно следовать ихнему иджтихаду. Для верного понимания религии простым мусульманам нужно обращаться к книгам по фикху, к тем книгам, которые написаны учеными Ахль-Сунна валь-Джамаат. Посредством чтения каких-то других книг невозможно познать религию. Сегодня очень много книг. Недостаточно книги разукрашиваться какой-то прекрасной арабской вязью или следовать каким-то названиям, громким названиям или именам шейхов с какими-то громкими, неизвестными названиями, какими-то куньями, какими-то прозвищами. А нужно действительно обращаться к тем книгам, которые мы знаем, как Илм Халь, Гибадат Исламия, или же Мухтасар Илм Халь, или же к большим книгам Илм Халь, которые достаточно точно и емко объясняют все вопросы фикха. Как мы знаем, фикх, он собран из аятов Корана, из хадисов, высказываний пророка, из согласованного мнения первых трех поколений и суждений по аналогии муджтахидов, основателей мазхабов. К великому сожалению, в наше время полки магазинов с книгами наполнены непонятными какими-то книгами и брошюрами каких-то непонятных шейхов. И очень много таких брошюр и книг, которые сбивают человека, который хочет встать на истинный путь Аллаха. Он только собирается встать на путь Аллаха, он только хочет приблизиться к Аллаху. Тут появляется какая-то книжка или какой-то шейх в кавычках, или какой-то ученый, или какой-то друг в кавычках, который начинает критиковать полностью все те книги ученых, настоящих ученых, и начинает предлагать Бог весть что. И тем самым начинает удерживать от поминания Аллаха. В конце концов, самое первое для нас это поминание Аллаха. «Кулиллах, thumma дharхум фи хаудихим ялгабун». Скажи Аллах, и отдались от тех, которые занимаются этим бренным миром, которые погрязли в нечестии, которые погрязли в нафсах своих, которые погрязли в этом ненасытном мире. Родителям тоже необходимо постоянно предлагать те книги своим детям, если их дети решили встать на путь, на истинный путь Ахль-Сунна валь-Джамаат. Те книги, которые можно читать, те книги, которые действительно призовут к поклонению Аллаху, уважению родителям, всему тому, что предлагали нам действительно пророк Мухаммад, саллиллаху, его сподвижники, табиин, атбаут табиин и все ученые до сегодняшнего дня, которые следуют действительному пути истинного ислама, а не тем группам
не по книге тех групп и общин, которые входят в оставшиеся заблудшие 72 течения в исламе. Еще 400 лет тому назад имам Раббани, рахматуллахи алейхи, говорил: в наше время значительно уменьшилось количество ученых ислама, а те немногие из существующих истинных последователей сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, скомпрометированы современными, в кавычках, лже-шейхами, лже-учеными разных групп, разных лже-тарикатов, погрязших в нововведениях и смешении ислама с чуждыми этой религии культурами. Эти лже-шейхи и лжеученые со своими лже-книгами, бидатчики, нововведенцы, стараются любыми путями привлечь на свою сторону вновь встающих на путь ислама искренних людей, тем самым желая увеличить своих сторонников и внести еще большую смуту в умму пророка Мухаммада, саллаллаху, зная того или не зная. Они не чураются никакими способами, вводят в свои так называемые обучения, предлагаемые учебники, чуждые исламу, какие-то культы и учения, которые отвращают и удаляют людей от истинного единобожия, от истинного поклонения Аллаху. Например, вводя смуту, говоря, что Аллах, Он также похож на своих сотворенных существ, то есть Он тоже существо, предлагая Ему место, предлагая Ему направление, предлагая Ему части тела, органы, говоря, что Он похож на своих сотворенных существ, на своих махлюков. Современным мусульманам нужно быть более разборчивым в изучении ислама. И нужно следовать только за настоящими учеными, муджтахидов прошлого. Имам Абдул-Гани ан-Наблуси, рахматуллахи алейхи, в книге Хадиках говорит о том, что надо быть внимательным в выборе наставников. Необходимо следовать указаниям ученых Ахль-Сунна валь-Джамаат, 4 мазхабов. Кто не следует за ними, непременно подпадет под влияние заблудших течений и заблудших лже-шейхов и лжеученых, книги которых сущая отрава. И приводит следующие хадисы. С приближением каямата, судного дня, на земле среди моей общины распространится невежество, уменьшатся знания, говорит Мухаммад саллаллаху. Также Мухаммад саллаллаху сказал: с уменьшением количества ученых уменьшатся и знания. Невежественные люди будут давать фетвы по собственному разумению. Это собьет людей и откроет путь к фитне, к смуте и к заблуждениям. Еще он также сказал: каждый век будет еще хуже предыдущего века. И так будет продолжаться до судного дня. В книге Мираджуль Бахрейн Рукнуддин аль-Чишти говорится: имам Малик бин Анас, рахматуллахи алейхи, сказал: если кто-либо начнет заниматься тасаввуфом, не изучив необходимых
в необходимых пределах науку фикх, в конце концов сойдет с истинного пути. Если же изучит фикх, но не будет иметь понятия о тасауфе, то, скорее всего, не избежит нововведений бид'ат и пойдет по ложному пути. Истины достигнет лишь тот, кто получит достаточные знания по обеим наукам, и по фикху, и по тасауфу. Ученые Ахль-Сунна валь-Джамаат предупреждали, что недозволено изучать, читать тафсиры, не получив знания по фикху, необходимых каждому мусульманину, фардуль гайн. Тем более это касается нашего современного времени, когда не только настоящих ученых, но даже их книг не сыскать, днем с огнем не сыскать. В нашем теперешнем состоянии совершенно невозможно извлечь религиозные правовые знания из толкований Корана, из тафсиров. Тем более, что на сегодняшний день очень много расплодилось таких тафсиров. Да, может быть, переводятся как-то дословно какие-то аяты, но, как мы все знаем, что дословно невозможно понять Коран. Есть очень много аятов, в которых скрыто сокровенное знание. Это под силу только ученым, муджтахидам, и они только смогут извлечь эти сокровенные знания и донести до нас. Не обладаем мы сейчас, после стольких лет духовного паралича, даже самыми минимальными знаниями, чтобы были достаточны понимать тафсиры и толкование Корана, которые по существу предназначены только для решений, для ученых. Только они, ученые Ахль-Сунна валь-Джамаат, могли выносить правовые решения и, обладая знаниями по многочисленным наукам, ученые остальных 72 течений ислама, которые идут по пути нововведений, по пути заблуждений, поэтому и оказались на ложном пути, что неверно понимали значение аятов по толкованиям, по тафсирам, порою весьма сомнительным тафсирам, переводом Корана. Теперь представьте себе обычного мусульманина, изучающего религию по тафсирам, который принимается за изучение тафсиров. Куда его выведет такое занятие, если даже ученые не всегда правильно понимали и выносили правильные решения? Куда выведет простого мусульманина изучение тафсиров, исследование этим тафсирам? Более того, многие из этих так называемых ученых сошли с пути истины, даже когда предметом их изучения были лучшие толкования Корана. Но даже и тут они не сумели правильно понять Коран. Чем отличаются ученые Ахль-Сунна валь-Джамаат от ученых-реформаторов? Имам Абдуль-Хаким аль-Руаси, рахматуллахи алейхи, пишет, что существует две группы ученых в исламе. В первую группу входят имамы по религии, имамы-основатели мазхабов, в соответствии с их специализацией по определенным наукам. Их называют муфассирини изам, мухаддисини кирам, мутакаллимин, мутасаввифин и фукаха и фихам, рахматуллахи алейхим аджмаин. Каждое сообщение, каждое слово
этих ученых является толкованием Корана и сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Все указания этих ученых высшего разряда являются руководством к действию для простых мусульман. Муфассир – это не автор одного из многочисленных тафсиров. Тафсиром, толкованием аята благородного Корана являются лишь слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые он передал своим сподвижникам. И далее тафсиром являются сообщения сподвижников пророка, переданные по цепочке и дошедшие до наших дней благодаря трудам ученых высшей категории. Муфассирами являются ученые, правильно понимающие эти сообщения, и только на этой основе дающие правильные толкования аятов Корана. Ученые этой категории получили толкование Корана и Сунны по цепи передатчиков от самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, через его сподвижников, через табиинов, атба'ут табиинов. Именно поэтому этих ученых и тех, кто следует за ними, называют люди сунны и согласия, ахль сунна валь джамаат. Высшую ступень среди муфассиров по единодушному признанию ученых ислама всех времен заслуженно занимает имам аль-Байзави, рахматуллахи алейхи. Во вторую группу ученых входят ученые, не являющиеся специалистами по тафсиру, хадисам, богословию, тасаввуфу и фикху. Книги этих ученых не могут использоваться как руководство к действию, так как чаще всего базируются на весьма сомнительных источниках и выводах реформаторов. Очень часто в книгах ученых второй группы наряду с достоверными знаниями могут излагаться и собственные измышления авторов, тогда как книги истинных ученых ислама опираются лишь на аяты благородного Корана и на сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В толкованиях, согласованных с мнением ученых первых трех поколений, иными словами, все знания, переданные этими учеными, соответствуют сообщениям праведных предшественников, ученых предыдущих трех поколений, первых трех поколений, ас-салаф ас-салихин. Итак, мы выяснили, что основатели масхабов, вышеупомянутые 4 имама, являются учеными самой высшей категории мутлак муджтахидами. В масхабе ханафи это имам Абу Юсуф и имам Мухаммад аш-Шайбани. В масхабе малики имам Ибн Касим, имам Абдуллах бин Вахб. В масхабе шафири имам Юсуф бин Яхья ар-Рафи'i аль-Газали. В масхабе ханбали имам Салих бин Ахмад, имам аль-Асрам и другие. Рахматуллахи алейхим аджмаин. Иджтихады всех остальных ученых этих масхабов фактически являются иджтихадом упомянутых ученых. То есть иджтихады других ученых могут быть приняты лишь тогда, лишь в том случае, если будут соответствовать трудам ученых предыдущих уровней. Без подобного соответствия ничьи работы не могут быть квалифицированы как истинные знания.
Альхамдулиллахи Раббил Аламин.